Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных событиях. Продовольственных запасов в районах Якутии хватает, ведется мониторинг цен на социально значимые товары. В Нерюнгринский район прибыли 12 беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Им оказывается вся необходимая помощь. Персонал Якутской ГРЭС начал подготовку к будущей зиме. В Ленском районе продолжается прививочная кампания как в сельской местности, так и на крупных отдаленных предприятиях. Известный автор и исполнитель песен Алексей Вдовин прибыл с концертами в Южную Якутию. Правительство Российской Федерации разрабатывает различные механизмы противодействия введенным санкциям, чтобы не пострадал внутренний рынок. Одно из направлений – промышленность. Об этом сегодня рассказал на встрече с журналистами министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. По его словам, Дальний Восток на Азиатско-Тихоокеанском регионе будет флагманом по поиску новых контрагентов, по выстраиванию новых логистических цепочек отношений и новых доверий. Также он отметил, что в Республиканский фонд развития промышленности впервые в истории Якутии направят 273 миллиона рублей, в том числе 173 миллиона рублей из федерального бюджета и 100 миллионов рублей из регионального. Благодаря фонду проекты лесной, ювелирной и легкой промышленности получат займы по ставке 1,3% годовых. Решение о создании фонда было принято на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Это еще раз обозначает значимость таких мероприятий для нашей страны, для республики. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев вместе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Мантуром Денисом Валентиновичем договорились о том, что такой фонд в республике должен быть, что создавать и развивать местное производство необходимо, местное перерабатывающее производство, соответственно. Якутский хлебокомбинат сообщает, что запасы сырья предприятия на изготовление и выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий хватает еще на полгода. По словам руководства предприятия, все документы по поставке сырья были подписаны и отработаны еще в начале этого года. Так что в ближайшее время жители столицы не должны на себе ощутить последствия зарубежных санкций в виде изменения цен на их продукцию. Сегодня якутский хлебокомбинат работает в штатном режиме без каких-либо ограничений. Напомним, все сырье ЕХК завозит из соседнего Сибирского федерального округа. Хлебокомбинат сейчас работает в текущем режиме. Мы обычно в это время, как всегда, завозим наше сырье, муку, основное сырье на первое полугодие, чем мы сейчас занимаемся. Контракты мы заключили до всех этих обстоятельств, поэтому мы сейчас везем сырье, можно так сказать, по старым ценам везем. В итоге у нас пока на сегодня цены они не пересматриваются, мы работаем в обычном режиме. С полувековой историей якутская птицефабрика на сегодняшний день работает в штатном режиме. В связи с санкциями никаких колебаний нет. Об этом сообщило руководство самой птицефабрики. В республике уделяется особое внимание развитию отрасли промышленного птицеводства. Якутская птицефабрика достигла значительных успехов и сегодня демонстрирует устойчивый рост показателей. Ежедневно 300 тысяч птиц обеспечивают население яйцами, а также мясной продукцией. За прошлый год после технической модернизации птицефабрика смогла продать более 83 миллионов яиц населению, что показало абсолютный рекорд за последние 20 лет. Кроме того, куриц доставляют в районы республики. Птицефабрика обеспечивает суточными цыплятами другие птицефабрики республики. 4 марта мы поставили первую партию суточных цыплят для Нерюнгринской птицефабрики яичного направления. Также 11 марта вторую партию отпустим суточных цыплят, 30 тысяч штук. И 29 марта мы поставим суточных цыплят для Мирнинской птицефабрики. В Ленском районе продовольственных запасов хватает. В первую очередь акцент сделан на продукцию, которую производит муниципальное предприятие. Это мясные полуфабрикаты, хлеб, выпечка и молочная продукция местного производителя. Также в ближайшее время планируется закупить продукты первой необходимости для образовательных учреждений. Регулярно проводится мониторинг цен в магазинах. Повышения не наблюдается. Неделю назад мы проводили заседание КЧС и приняли решение, что
о создании страхового запаса районного. Минимум это будет оператором наш молокозавод. И в ближайшее время мы, скажем, доведем финансы для повышения основного фонда и будем завозить продукты питания первой необходимости, которые будут лежать запасом для наших школьных учреждений по всем районам, для населения. Ну, где-то полугодовой запас обязательно у нас будет. Я думаю, что часть продуктов мы успеем завести по зимнику, планируем. Ну, реально такая ситуация в районе под контролем, ажиотажа большого нету. План завоза грузов по зимникам в Якутии выполнили на 62,5%. Это свыше 506 тысяч тонн. Об этом на совещании у первого вице-премьера Дмитрия Садовникова сообщил руководитель госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков. Так, в зимний период в труднодоступные населенные пункты Якутии завозят продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Всего запланировали транспортировку 812 тысяч тонн грузов. В перевозке задействовали около 800 единиц техники. Отмечается, что в навигацию этого года прогнозируется мелководье на реке Вилюй и отсутствие попусков с Вилюйской ГЭС. В связи с этим правительство республики рассматривает альтернативный вариант завоза топливно-энергетических ресурсов в Вилюйскую группу районов. 12 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины прибыли в Нерюнгринский район Якутии. Это 4 семьи с несовершеннолетними детьми. Всем прибывшим оказывают содействие в социально-бытовом обустройстве. Так, детей устроили в образовательные учреждения, медучреждения, провело необходимые противоэпидемические мероприятия, медосмотры. Прибывшим семьям с участием местных жителей оказали помощь в виде медикаментов, детского питания и одежды. Ранее глава района Роман Щегельняк заявил, что в Нерюнгринском районе могут принять и разместить порядка 500 граждан из Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, угледобывающая компания «Колмар» готова трудоустроить беженцев, имеющих необходимую квалификацию. Отопительный сезон в Якутии еще не закрыт, но энергетики Якутской ГРЭС начали подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. В этом году ремонтная кампания на ГРЭС-1 стартовала с капитального ремонта газотурбинной установки номер 8. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Дефектоскопия гребней и ротора турбины – одна из трудоемких работ в рамках капитального ремонта. Задача специалистов – найти даже самые мелкие трещины или поверхностные дефекты, которые впоследствии могут привести к поломке турбины. Это цветная дефектоскопия, трехступенчатая: первый пенетрант, очиститель, проявитель. То есть он наносится поочередно, протирается, получаем результат. Там получается индикаторные следы. Если дефект округлый, да, там точка. Если дефект протяженный в виде трещины, там ломаная линия. Собственно, по ним мы выявляем дефекты. Газотурбинная установка – это сердце Якутской ГРЭС. На ГРЭС-1 таких установок 5. За счет мощностей ГРЭС-2 и Якутской ТЭЦ вырабатываемым электричеством удается обеспечить не только жителей столицы, но и центрального энергорайона. На сегодняшний год в рамках ОЗП отопительно-зимнего периода у нас запланированы капитальные ремонты ГТО-8, ГТО-2, а также основного оборудования и вспомогательного. Параллельно также на этот год запланированы ремонты пиковых водогрельных котлов, газопроводов, оборудование по жидкому топливу. То есть полный объем, все, что в этом году запланировано, у нас все происходит в штатном режиме. Центральный щит управления полностью контролирует режим работы всей станции, в том числе и во время капитального ремонта. Если возникнет какая-либо непредвиденная ситуация, изменение любых параметров на табло, сработает световая и звуковая сигнализация. Следим, контролируем параметры за каждым турбоагрегатом, показания частоты, напряжения, нагрузки на станции. То есть отвлекаться тут вообще нельзя, да? Нет, нельзя. Полностью нужно сидеть. Да, абсолютно внимательно должны контролировать параметры. Работы на 8-й газотурбинной установке будут проводиться до начала мая. Далее по графику в капитальный ремонт будет выведена газотурбинная установка номер 2. Ремонтная кампания не сказывается на энергосбережении потребителей. Это очень стратегическая задача, и, соответственно, мы разработали на этот год все планы, графики ремонтов, соответственно, заключили договора с подрядными организациями, и будет работа производиться на 2 станциях, на ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Это полностью охватывает все оборудование, ремонт. И
как всегда, ежегодно мы подготовимся в установленные сроки и в ноябре получим паспорт готовности. Для этого все у нас есть и запчасти, и люди. 5 газотурбинных установок Якутской ГРЭС-1 предварительно будут эксплуатироваться до 2026 года. Далее здесь планируется запуск второй очереди Якутской ГРЭС-2, строительство которой уже ведется. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Гражданский экологический корпус «Глобус» провел тренинги по профилактике и тушению ландшафтных пожаров эко-добровольцами. Первые слушатели уже прошли обучение. Для этого специально в столицу региона прибыли волонтеры из Москвы и Республики Бурятия. Курсы добровольных пожарных будут проводиться и далее. За это время слушатели не только узнают теоретическую часть, но и проходят полное практическое обучение, как оказать первую медпомощь, как тушить лесные пожары с применением подручных средств и многое другое. Отметим, что первый тренинг собрал 25 человек из разных структур и учреждений. Это по инициативе экологического корпуса «Глобус» в рамках подготовки добровольцев, добровольных пожарных мы решили запустить образовательную часть для простых людей, граждан, которые будут готовы поехать добровольно тушить пожары. Какой период это будет проходить, как будет проходить обучение? Сегодня кто ваши слушатели? Вот эти курсы, они на 3 дня. Приехали к нам из тоже экологического корпуса Байкала, Улан-Удэ, также с Гринписа Москвы, то есть 2 человека приехали, 2 спикера. Это специалисты, которые по 12, по 6, по 10 лет уже работают в этой сфере. У спасателей-водолазов прошли тренировочные учения в Якутске. Они проходят традиционно в 2 этапа. На первом проводятся занятия по охране труда при выполнении водолазных спусков и работ, а на втором этапе проходят практические занятия. Более подробно о практической части тренировок в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Господа водолазы, проходим тренировочные спуски. Сейчас в РБК 1600 у нас сегодня спуски на воздухе и на кислороде. Практическая часть тренировок, пожалуй, самая серьезная и ответственная. На эти тренировки приходят только здоровые и крепкие ребята. Ведь все погружения проходят в специальной барокамере, то есть в искусственных условиях. Спускаемся до глубины 20 метров. Значит, будет погруппно, по 2 человека. На воздухе по 3, на кислороде по 2 человека. Такая барокамера необходима для тренировки водолазов. Как вы прекрасно понимаете, работа водолазов связана с водой. Чем глубже они опускаются, тем больше давление. Человеческий организм просто-напросто при таком большом давлении, в несколько атмосфер, в несколько десятков атмосфер, он просто-напросто перестает нормально функционировать. Поэтому, чтобы водолазы привыкали к таким давлениям, мы постоянно проводим их тренировки именно в этой барокамере. Такая тренировка длится около часа. После того, как ребята попадают внутрь камеры, снаружи оператор начинает регулировать через специальные рычаги давление, чтобы в свою очередь создать искусственные условия погружения под воду. Такие учения водолазы-спасатели проходят ежемесячно по 27 часов. С наступлением теплых дней они переходят уже на водоемы столицы. Обучение у нас проходит ежегодно. То есть оно составляет в себе техминимум, тренировочные спуски, медицинский осмотр, медицинская квалификация. То есть подтверждается у водолаза возможность спусков. А вообще отличается обучение, тренировка здесь, в барокамере, и уже настоящее погружение? Да, конечно, отличается по условиям. То есть если здесь у нас мы сами регулируем глубину давления, регулируем глубину погружения, то на практике это факторы такие, как течение, захламленность, видимость реки, то есть прозрачность реки. И вообще, погодные условия очень тоже влияют.
На сегодня в целом ежемесячные тренировки проходят в службе спасения Якутии 13 водолазов-спасателей. Ведь в скором времени, с наступлением теплых дней, их служба и помощь будут как никогда необходима. Это не только работа в период весеннего половодья, но и весь летний сезон. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Перейдем к эпидобстановке на территории республики. 420 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. В Якутске 89 заболевших, в Мерлинском районе 53, в Мегино-Кангаласском 42, в Вилюйском 40. Еще в 30 районах республики от 1 до 39 инфицированных. В Ленске ожидают поступления вакцины против ковида для детей и продолжают ревакцинацию и вакцинацию взрослого населения, в том числе и на предприятиях с выездом в отдаленные вахтовые поселки недропользователей. Подробнее Анна Кожевникова. В Ленском районе продолжается прививочная кампания. Сегодня очередей в поликлинике на вакцинацию не наблюдается. Основной поток привит, а для тех, кто приходит на ревакцинацию, ожидание составляет не более 20 минут. Сейчас в наличии имеется 3 препарата Гамковид-Вак, Эпивак Корона и Ковивак. Как отмечают врачи, хорошо себя зарекомендовал Гамковид-Вак. Ну вот Ковивак у нас пришел на 250 человек, и в течение 2 недель еще никто не пришел с желанием вакцинироваться Ковиваком. Хотя, помнится, в прошлом году некоторые граждане настаивали на то, что мы будем вакцинироваться исключительно только Ковиваком. Согласно распоряжению Минздрава, сейчас первый компонент Гамковид-Вака используется для ревакцинации либо вакцинации переболевших спустя 6 месяцев. Первого компонента этого препарата в Ленске 2000, второго около 2500. Активно прививочная кампания проходит в сельской местности и на крупных отдаленных предприятиях Ленского района, таких как вахтовые поселки газовиков. Мы вакцинируем, выезжаем в Натуру, в Турукту, проводим вакцинацию, убеждаем население. Ну, конечно, как и везде, есть противники, отказники. Также нас привлекают для работы в рабочих поселках. Летали на Чаинду, вакцинировали. Но там, конечно, люди дорожат своей работой, люди вакцинируются. Как бы для них это важная работа. Ну, наше население трудно убеждаемо, к сожалению. Ну, пожилые люди, некоторые отказываются. В преклонном возрасте тоже боятся чего-то. Ну, хотя вакцина себя оправдывает. Люди болеют, да, возмущаются, болеют. Сейчас омикрон, люди болеют, но болеют в легкой форме. Пик заболеваемости в Нюе, как и в Ленске, пришелся на февраль, чуть с запозданием. С середины месяца болеют семьями, но переносят в основном в легкой форме. Госпитализируют только пожилых людей. В связи с ростом заболеваемости среди детей сегодня готовят к вакцинации и эту возрастную категорию. Мы провели предварительную работу, выяснили, сколько у нас будет примерно согласно вакцинироваться. Это около 150 человек. То есть работа проводилась среди школьников, родителей школьников. Теперь мы уже знаем цифру, мы знаем, сколько примерно нам нужно вакцины. Теперь мы отработали схемы, как это будет вакцинация проходить, обсудили эти вопросы с детской поликлиникой, с врачами, с школьными фельдшерами, с прививочным кабинетом. Осталось дождаться поступления вакцины. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Во Всемирный день почки, который ежегодно отмечается 10 марта, Центр современной нефрологии и диализа организовал круглый стол. Главная тема обсуждения – актуальные вопросы организации медицинской помощи нефрологическим больным с COVID-19, находящимся на заместительной почечной терапии. Врачи-нефрологи обменялись опытом с коллегами из Москвы по телемосту. Говорили о вопросах совершенствования организации и обеспечения доступности перитонеального диализа как на уровне субъектов, так и на федеральном уровне. В прошлом году Центр современной нефрологии открыл инфекционное отделение для диализников. Такой подход смог обеспечить больным своевременное, а также специализированное лечение от коронавирусной инфекции. Данная тема, она актуальна, и сегодня, если мы не подводим итог, но в то же время и обмениваемся опытом с другими регионами, с другим регионом, как Москва. И наш центр в этом году планирует заключить соглашение с городской клинической больницей номер 52 города Москвы о сотрудничестве, об обмене опыта, об обучении наших врачей, нашего персонала
Сотрудничество с городской клинической больницей номер 52 города Москва даст нам внедрять новые технологии, обучить с новым методом перитонеального диализа, скажем так. То есть в каждом регионе опыт каждой больницы, каждой клиники, он разнообразен, скажем так. Наш центр может какие-то моменты отметить и принять город Москва, и от нашей республики какие-то моменты внедрить у себя. Воспитанников Якутской кадетской школы-интернат обучают в соответствии воинским ритуалам и традициям. Ребят, как и в вооруженных силах, учат военной подготовке. На базе школы-интерната работает учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Там проводят масштабные соревнования между школами, занимаются оздоровлением школьников, организуют сборы для ребят со всей республики. В прошлом году у нас Министерством образования и науки было выделено финансирование на то, чтобы оборудовать палаточный городок «Бастион». У нас закуплено несколько палаток больших армейских, общей вместимостью каждая из них до 50 человек, на базе которой у нас проводятся занятия, организовываются инструкторско-методические сборы. То есть, допустим, те же самые занятия по огневой, по тактической, специальной подготовке проводятся. Более того, летом этого года уже будут организованы учебные сборы для юношей 10-х классов, для студентов. И уже сейчас начинаются экскурсии, несмотря на холодное время года, краткосрочные экскурсии. В Якутске активисты землячества студентов Усть-Алданского улуса привели в порядок памятники выдающихся спортсменов Якутии. Так, ими была очищена прилегающая территория памятника основателя физкультурного движения в регионе Николая Тарского и олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Эту акцию студенты приурочили к предстоящим 8-м спортивным играм народов республики, которые пройдут этим летом на благодатной земле Мюрю. Активисты также планируют провести субботники на территории других крупных спортивных объектов столицы. Определились кандидаты в сборную Якутии по боксу на 7-е игры «Дети Азии». В зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» состоялось первенство республики. Юные боксеры 2006-2007 годов рождения оспаривали медали в 15 весовых категориях. Победители первенства поедут на дальневосточное первенство, а призеры вошли в расширенный состав сборной команды Якутии для участия в международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Российская государственная библиотека имени Ленина бережно хранит и редкие печатные издания, и книжные экземпляры наших дней. Сколько якутских книг хранится в именитой Ленинке, как якутяне могут посетить главную библиотеку страны, не выходя из дома. Айсана Бурнашова увидела самые первые якутские книги, поступившие в фонды еще в XIX веке, и узнала, как работает библиотека для онлайн-пользователей. Это титульный лист и часослов «Псалтырь» на якутском языке. Часослов и псалтырь, литургия святого Иоанна Златоуста, а еще якутско-русский букварь – одни из первых якутских книг, поступивших в Российскую государственную библиотеку. Все в отличном состоянии дошли до нас, читателей, в полной сохранности, хоть и были изданы почти 2 столетия назад. Это точно дифтонг, и это Дадже, дифтонг да? дже. Их в 1858 году с церковнославянского на якутский язык перевел и издал протоиерей Дмитрий Хитров. Несколько лет он жил в Якутии. Тексты молитв, церковные песнопения, культурные и исторические связи. Благодаря этим книгам можно не просто прикоснуться к истории, но и узнать, как развивался якутский язык. Например, какие слова были в обиходе столетия назад и какие даже дошли до наших дней. Алгыс, благословение, это правильно. Ну, сохранилось так же. Да. Андагар, клятва. Главная миссия – сохранить и увеличить коллекцию библиотеки. Всего в Ленинке хранятся книги, написанные на 300 языках мира. Помимо отдела редких книг, якутские издания можно найти и в основном фондохранилище. Там в 20 шкафах находится около 11 тысяч книг. Организован он был в 1946 году как отдельный подфонд вот с таким количеством изданий, но в нем есть и книги, которые изданы были раньше этого времени. В Ленинку поступают по 2 печатных экземпляра всех изданий, а также электронные копии этих изданий. Поэтому языковое и культурное богатство библиотеки растет с каждым годом. Сегодня это около 50 миллионов книг. Ознакомиться с их фрагментами можно также онлайн, находясь в любой точке мира.
Он может это сделать из дома, зарегистрировавшись на сайте и оставив там заявку. И буквально в течение 2-3 часов он получит этот фрагмент. В среднем в прошлом году у нас было 15 тысяч обращений от физических лиц. Соответственно, 15% от этого количества – это все обращения из Якутии. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. В Нерюнгри побывал известный автор и исполнитель песен Алексей Вдовин. Там состоялся его первый концерт, а дальше тур по Южной Якутии продолжился в Алдане, Нижнем Куранахе и Томмоте. На вечере побывала Ирина Кичигина. Я все поставил на нее, вся, что я хотел, войти в открытый порт, отдать концы всем берегам. С творчеством Алексея нерюнгринцы познакомились благодаря фестивалю «Берег дружбы», на который он неоднократно был приглашен в качестве почетного гостя и члена жюри. Большинство зрителей пришли, чтобы еще раз услышать уже знакомый и полюбившийся репертуар. Но были и те, кто узнал о нем впервые и решил посвятить свой вечер живой музыке. Честно сказать, до сегодняшнего дня не знал, до афиши не знал. Было интересно послушать. Ознакомился в интернете, конечно, понравилось и решил прийти. Люблю живую музыку, пришел ради этого. Плюс хорошую компанию и заведение интересное, недавно, так сказать, открытое. Приятно провести вечер. Планирую послушать приятную музыку с умными словами, как говорится. Отдав музыке много лет, свою профессиональную деятельность как музыканта Алексей Вдовин начал, когда пришлось уйти из компании, где он работал. Выбор, куда двигаться дальше, тогда не стоял. На тот момент им была создана рок-группа «Недра», которую уже хорошо знали в родном городе Чехове, Москве и за ее пределами. Сейчас это не единственный проект Алексея, но выезжать на гастроли практичнее одному. Собрали бенд в 99 году в подмосковном небольшом городке. Потом еще появился проект ХБ с Пашей Фахрдиновым. Еще есть у меня акустический проект большой, это «Табор», где 8 человек, много разных инструментов. Но вот этот проект самый немобильный, то есть его 8 человек, их сложно перемещать по пространству. В этот вечер присутствующие насладились приятной атмосферой, в которую окунулись вместе с музыкантом. Его песни – это как саундтреки к фильмам, которые существуют только в голове слушающего, и у каждого они свои. Ведь вдохновение приносит сама жизнь с ее взлетами и падениями. Они и выливаются в строки и музыку, написанные Алексеем Вдовиным. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.